Ну, в муниципальном образовании поселок Усть-Куйга проживает 500 человек фактически. По переписи, конечно, больше. Но это наши студенты, это наши пенсионеры, которые, в принципе, выезжают в более комфортные условия, но остаются за ними, числятся у нас. Исторически сложилось, что Усть-Куйга – это транспортный узел, и, соответственно, все предприятия, которые действуют на территории поселка, это филиал Усть-Куйгинской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт», это торгово-логистический центр АО «Якутопторг». Основная часть мужчин – это ИПшники, грузовые перевозки, социально значимых грузов, топлива, уголь, нефть возят в Верхоянский и по Устьянскому району. Ну, как бы мы всегда были входными воротами 3 арктических улусов: Устьянский, Вена-Батантайский и Верхоянский. Ну, вот тем и занимаются. И бюджетные учреждения. Как таковой промышленности ничего мы не производим, только перевалка грузов. Раньше, в советское время, депонация действовала. Также завозили к нам и потом распределяли по наслегам Устьянского, Вена-Батантайского и Верхоянского района. Но проблема, как и все на севере, это жилфонд, изношенность жилого фонда. Последние дома были построены в советское время еще, и больше ничего не построено. Соответственно, дома ветшают, деревянный жилфонд. Кроме того, после наводнений 1996 года все, что было там, утепление, черновые полы вымыло, и понятно, что ремонт, в общем, на 20 лет, наверное, где-то оставили вообще без внимания. Сейчас обращаем внимание, но уже все-таки догонять сложнее всего. И, в принципе, по сути, все эти дома нужно сносить и строить новое, комфортное, теплое жилье. Вот основные проблемы. Качество воды. Люди высказывали на отчете правительства. Качество именно воды горячей. А так у нас, в принципе, все централизовано. Отопление, вода. Но само качество. Все связано с тем, что станции водоподготовки нет. Вода напрямую идет насосом через изъяны. То есть начинается ледоход, и вся грязь, вся муть, которая есть на дне, она идет в краны. Вот как-то так. Вот основные наши проблемы. Связь плохая, интернета нет мобильного, вы успели это заметить. Что у нас еще? Чего у нас еще нет? Зато у нас красивая природа, красивое северное сияние. У нас ходят в поселке соболя, куропатки, песцы. В поселке, не боясь, летом, конечно, гнездятся утки. То есть, несмотря на все проблемы, экология хорошая, потому что птица гнездится и выводит потомство только в тех местах, где ей безопасно и чисто, экологически. Тему экологии. У вас же здесь строится мини-атомная электростанция. Немножко об этом тоже можете рассказать? Малая, да, наверное. Все-таки мини нельзя говорить. Атомная станция малой мощности. Впервые десант Росатома приехали к нам в 2019 году. То есть с этого момента идут, наверное, начало с первыми. Выбирали очень долго место. Все тут горы облазили. Наконец-то место определено. Начинается сейчас строительство внешней инфраструктуры для атомной станции. Это вахтовый поселок строителей. Сейчас пока распланирован на 250 человек. Дальше уже в планах на 1500 человек. Но, в принципе, работа ведется. Площадка отсыпана уже под вахтовый поселок. Там, где было болото, уже теперь болота нет. Есть площадка, на которой очень сильно я надеюсь, что в этом году построят хотя бы вахтовый поселок. Понятно, что вот с приходом очень рады, очень прямо, по крайней мере, и население. По большому счету, да, были небольшие опасения по поводу атомной станции. Все мы знаем о Чернобыле, сразу на себя примеряем эту катастрофу.
Но на самом деле общественные слушания уже в позапрошлом, в 2021 году проходили общественные слушания большие по вот именно негативному воздействию. И очень прям подробно было с населением отрабатывает Росатом по поводу того, какие проблемы, что, как. Мнение у тех, кто боялся, оно поменялось. Возможно, просто они его сейчас не высказывают вслух, но основная масса все-таки за, потому что мы промышленники. Без промышленности развития Усть-Куйги нет, и района в целом тоже нет, потому что основные денежные потоки все-таки приводят промышленники. У нас на территории промышленности вообще нет поселка Усть-Куйга. Ну вот, допустим, даже приход Арктик Капитала в 2018 году, вот приз «Кристалл», проезжали, наверное, дал нам увеличение рейсов, например. Пассажиропоток за счет вахтовых работников увеличился, и, следовательно, вот у нас есть на сегодняшний день 4 рейса самолета в неделю, а с 26 марта и 5 даже поставили полярные авиалинии. То есть все дни недели, кроме субботы и воскресенья, у нас заняты, летит самолет. Я помню еще те времена, 20 лет где-то назад, где был один самолет в 2 недели в зимнее время и один самолет в неделю в летнее время. То есть улететь народу было больше, улететь и прилететь была огромная проблема, особенно в период вот этот весенний-осенний, начало лета. Ну и, соответственно, пассажиропоток увеличился, количество рейсов увеличилось, ну и встает вопрос о том, что нужна реконструкция полосы, нужна реконструкция аэропорта. На один рейс в неделю он еще для Ан-24 подходит, а для более крупных, для грузов, он уже не подходит. Нужна реконструкция. Но это очень большие деньги. С годом наставника. Ну, труда-то понятно, трудимся аки пчелки, не покладая рук, не устану повторять, что нужно к человеку труда все-таки повернуться. Илтумену в первую очередь, какой-то год я, в 21-м, наверное, да, выступала. Уровень зарплат муниципальных служащих, он прям, нам приходится мне, своим ведущим специалистам муниципальной службы, дотягивать до МРОТ приходится. То есть они у меня получают меньше, чем уборщица. Сейчас, и нам приходится доплачивать наравне. Это что касается года труда. Понятно, что по наставничеству сейчас вот у меня 2 молодых специалиста в администрации. И понятно, что для того, чтобы человек работал и его профессия это привлекла, не только деньги, а именно вот профессия, то необходимо, конечно, обучить. О наставничестве можно говорить бесконечно долго, но нужно здесь государство, чтобы помогло. Потому что сейчас бизнес практически весь частный, за исключением отраслей некоторых промышленностей. И ИПшникам, ООшникам мелким, мелкому и среднему предпринимательству очень трудно наставничество, именно финансовое бремя. Может быть, как-то, не знаю, может быть, какие-то послабления налоговые им дать, если, для тех, которые именно систему наставничества и успешную, не просто формально на бумаге, а успешную провели, научили человека, и он остался работать на этом предприятии, либо перешел, может быть, в другое, но в той же отрасли. Потому что зачастую у нас бывает так, что в администрацию, например, идут по остаточному принципу, там, где нигде не пригодился. Зарплата, конечно, материальное благополучие, стимулирование, оно имеет большую роль. Очень хотелось бы, чтобы приходили профессионалы своего дела. Не устану нахваливать, ректора СВФУ, который для своих магистрантов, не знаю, с чем это, только в СВФУ, может, других тоже действует, для своих магистрантов ввел правило, чтобы получить диплом, необходимо, заключить предварительный трудовой договор. Если это факультет государственного муниципального управления, то нужно договор заключить, и с этим договором он должен прийти и отработать 3 года. Вот это очень хорошее, чтобы кого-нибудь нам сюда заманить. Одного мы так переманили, 3 года он честно отработал. Но понятно, что для молодежи сейчас очень важен интернет. Очень важен. Разговоры идут о том, что к нам придет оптоволокно. Но когда, пока непонятно по срокам.
Ну, вроде как ведется разговор, что до нас дотянут. Возможно, что поедут. Очень надеюсь, что когда начнется строительство атомной станции, к нам увеличится население, количество населения. Ну, и при этом понимаю, что это все-таки, наверное, будут вахтовики, пока строительство будет вестись. Это будут приезжать, уезжать. Но, тем не менее, они чем-то должны заниматься. Культурный досуг. И, скорее всего, может быть, Росатом будет обеспечивать своим работникам культурный досуг, а мы уж так своим маленьким населением присоединимся к их мероприятиям или, может быть, спортзал какой-то. На сегодняшний день у нас нет школы, школа аварийная была закрыта. Дети занимаются в приспособленном здании, в детском саду, и понятно, что все уроки открытые. Каждый друг друга слышит. Эти перегородки просто фанерные разделили для того, чтобы хотя бы решить проблему. Несмотря ни на что, мало населения, но 53 ребенка учатся в школе, 24 садовского возраста, ну, то есть 89, сколько? 53, 24, 57, да? О, 87, 77. Все, математик. Значит, 57 детей у нас есть. И никуда, школьников ну, до 18 лет, в общем. Детский сад, там есть еще 3 у нас на подходе, то есть родятся в этом году, я очень сильно на это надеюсь. Но вообще демографически очень сложно у нас. Демографически у меня получается, что из 500 человек и 80 детей, минус-минус, 41 всего от 18 до 35. 40 человек молодежи всего. Это и мамочки многодетные, которых, в принципе, как в мероприятиях каких-то, ну, они дома, в декрете сидят и так далее. Это очень мало экономически активного населения. Идет старение нации. Сюда молодежь не возвращается. За редким исключением школу заканчивают, но и не возвращаются. О плохом да о плохом. 40 минут могу о плохом говорить. Надо о хорошем. Ну, а из хорошего, да, вот у нас построили, ФАП должны скоро сдать. Это по линии модернизации первичного звена здравоохранения. Сдадут, очень ждем, прям здание такое неплохое достаточно. Ну, новое, самое главное, новое. На сегодняшний день наш врачебная амбулатория ютится там в здании, 67-го года рождения, наверное. Здание деревянное, бывший автокласс, оно и музыкальной школой было, наверное, одно из старейших зданий, но просто компактно, их друг на друге сидят. Вы были, наверное, в больнице? Нет? С докторами? Не были. ФАП строится, Росатом тоже заходит, люди изъявляют желание приехать сюда работать, ну, даже тот же дорожный сервис, предприятие дорожного сервиса, там кафе для дальнобойщиков, потому что у нас в период зимника бывает до 300 машин в сутки здесь находится грузовых. И это со всей Якутии, да, и не только с Якутии. На сегодняшний день пекарни нет, про это не сказала, да. Увеличится население, соответственно, мы будем более инвест-привлекательны, и придут люди, будут работать, обеспечивая вот этот гостиничный бизнес, общепит. Все это придет, но пока 100 человек питается, то, естественно, никому не выгодно. Ждем, не дождемся. Полосу расширят, Боинги будут садиться, наверное. Но так вот, беседы с Росатомом, постоянные беседы, сейчас очень много тут их находится, что они свое топливо завозят только самолетом. А оно весит 250 тонн. То есть это должен быть прям жестко серьезный самолет, который грузовой там какой-нибудь тяжелый. А наша полоса точно не подойдет. Ну вот, как-то так.